В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Аварийная посадка из-за поврежденного фюзеляжа ЧП в небе над Якутией. Будущий транспортный узел. Айсен Николаев сегодня работал в Нижнем Бестяхе. Долгострой в Мирном. 150 человек так и не дождались новых квартир. Теперь думают, как вернуть вложенные деньги. В поисках шелкопряда в Алдане специалисты Россельхознадзора ведут мониторинг насекомых. Маршрутная чехарда в Якутске. Вновь меняется схема движения автобусного маршрута номер 35. Мегино-Кангаласский район станет важнейшим транспортным логистическим центром республики наряду с Якутском. Об этом заявил по итогу поездки в район руководитель региона. Напомним, Айсен Николаев начал свой визит с осмотра причала. Там грузовой терминал «Лорб» в поселке Нижний Бестяк строится в 2 этапа. Цена проекта – 1 миллиард рублей. У нас есть полная уверенность, что к концу года уже движение будет полностью открыто, как грузовое, которое сегодня осуществляется в режиме временной эксплуатации, так и уже появится и пассажирское сообщение. Сегодня мы видим, что готовность железнодорожного вокзала она очень высокая, ну и всех сопутствующей инфраструктуры тоже работы проводятся. И я уверен, что в установленные сроки железные дороги Якутии с поставленной задачей справятся. И, конечно же, для нас очень, еще раз хочу повторить, важно развитие железнодорожного узла здесь, в Нижнем Бестяхе, как в будущем основного транспортно-логистического центра нашей республики, да и, наверное, всего северо-востока страны, особенности в случае дальнейшего строительства моста через реку Лена в районе города Якутска, вот Нижнего Бестяха. После исполняющий обязанности главы региона посетил в селе Майя аварийный театр и детский сад, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Проблемным остается вопрос возмещения затрат частному партнеру. Далее правительственная делегация отправилась в село Тюнгюлю. Там они посетили убойный цех и сельхозкооператив «Хату». Займ для открытия этого бизнеса оказался неподъемным для частника. Предприниматель попросил помощи у властей. В правительстве дали распоряжение составить список рентабельных сельских хозяйств, которые при помощи государства могли бы стать процветающими. Айсен Николаев также отметил СХПК «Тумул», который является одним из лучших в Якутии. Рудник «Таборный» побил собственный рекорд по производству золота. В прошедшем июне рудник выпустил 395 килограммов металла. С таким месячным показателем предприятие впервые отработало за всю свою историю. Как сообщили в компании «Нерингриметаллик», столь высокие показатели – результат того, что на руднике эффективно отработали горно-транспортные и металлургические комплексы. Общая добыча руды в карьере составила 3600 тысяч тонн, что на 30% больше, чем изначально планировалось. Заметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован 2 года назад, в июне 2016 года. Тогда произвели 331 килограмм золота. Набранный темп снижать на руднике не собираются и намерены удержать его до конца года и завершить год с плюсом порядка 300 килограммов запланированным объемом. Якутия и Дальневосточная энергетическая компания планирует подписать соглашение о строительстве высоковольтной линии на участке Сунтар-Нюрба. Проект поможет наладить в 4 районах республики надежное энергоснабжение. Как сообщили в пресс-службе компании, воздушная линия Сунтар-Нюрба заменит аварийную линию на деревянных опорах, которая полностью исчерпала пропускную способность. Из-за этого в Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском и Верхневилюйском районах возникают проблемы с энергоснабжением. На Чаединском месторождении в Ленском районе начинается реализация проекта по внешнему электроснабжению. Как заявил генеральный директор Дальневосточной энергетической компании Дмитрий Селютин, работы завершатся к 2022 году, а вложено в него будет более 6 миллиардов рублей. По его словам, с учетом планов по интеграции западного энергорайона Якутии в объединенные энергосистемы Востока и Сибири, излишки электроэнергии могут выдаваться в единую энергосистему. При этом необходимо учитывать, что потенциал избыточной мощности Вилюйского каскада ГЭС, на который рассчитывают все потребители юго-запада Якутии и северо-востока Иркутской области, подходит к концу.
Комиссия Росавиации выясняет обстоятельства происшествия в небе над Якутией. Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Оленек-Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия и получил повреждения. На борту находились 4 члена экипажа и 33 пассажира, в том числе 14 детей. Ан-24 благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. По результатам проверки станет ясно, через какое время воздушное судно будет вновь разрешено совершать перевозки. И в продолжении темы авиации более 470 миллионов рублей дополнительно направят на субсидирование пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Эти деньги позволят перевести более 40 тысяч пассажиров льготных категорий, а именно граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет и инвалиды. С сегодняшнего дня из Ленска выполняются новые рейсы в Красноярск и Иркутск. Авиакомпания «Сириус Аэро» начнет выполнять регулярные рейсы по направлениям Ленск, Усть-Кут, Красноярск и Ленск, Усть-Кут, Иркутск. Полеты совершает самолет Ан-24. Тарифы по этим направлениям минимальные. Билеты можно приобрести в любых авиакассах, а также на сайте Руслан Аэро. Как планирует перевозчик, регулярные рейсы будут 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и пятницам. Спасатели отправили в Амгу стройматериалы для восстановления разрушенных паводком домов. Российский союз спасателей и служба спасения республики помогают Амгинскому улусу в транспортировке тяжелых грузов по аварийно-восстановительной работе. Транспортировка гуманитарной помощи в Амгинский улус проводится не в первый раз. Ранее служба спасения привозила помощь в виде воды, еды, матрасов, раскладушек и другого жизненно важного груза. Тему продолжит Марфирина Алексеева. 3 грузовика и прицеп с кирпичами отправляются в Амгинский район. Муниципалитет продолжает восстанавливаться после разрушительного паводка. Времени мало, уже первые заморозки появились, поэтому нужно активизировать. И эта работа у нас идет постоянно. И сейчас активная работа продолжается по перевозке стройматериалов, чтобы успеть для социальных объектов учебных это к 25 августа подготовить все учебные заведения и детские, и для того, чтобы жители успели подготовиться к зиме. 2018 год выдался сложным для якутян. В регионе из-за половодья объявили чрезвычайную ситуацию федерального значения. От большой воды пострадали 12 районов Якутии. Сумма гуманитарной помощи в этом году значительно превышает прошлогодних затрат. Только за полгода потрачено более 140 миллионов рублей. Большие затраты на восстановительные работы, считает спасатель, из-за слабых предупредительных мер. Мы знаем, что затопит Колыму и в этом году, и, наверное, и в следующем году затопит. Такие тяжелые грузы надо завозить заранее. Сделать. У нас нету экономических механизмов, чтобы заранее подготовиться. Потому что если подстелишь, то там мягче падать. Потому что кирпичи и рубероид, утеплители возить вертолетами, конечно, это, мягко говоря, нерационально. Мы в прошлом году израсходовали 190 миллионов рублей на перевозку кирпичей вертолетами. Прошлым рейсом в Амгу доставили питьевую воду, еду, одежду, раскладушки. Сегодня стройматериалы. Восстановление социальных объектов должны завершить уже осенью. Марфирина Алексеева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В Якутии с 2001 года порядка 130 больным провели операции по пересадке почки. Между тем, потребность в проведении таких операций в регионе остается высокой. Сейчас в Якутске более 300 больных вынуждены проходить процедуру гемодиализа. Может ли таких операций проводиться больше, узнавала Юлия Михайлова. Глядя на Гаврила, вряд ли скажешь, что еще год назад он жил только на медикаментах и был привязан к аппарату искусственная почка. Сейчас тренируется 3 раза в неделю. Раньше столько же раз он посещал гемодиализный центр. И вот недавно вернулся с очередного чемпионата. Пришел 4-м, отстав от лидера буквально на 2
2,5 секунды. Есть у нас преимущество в том, что у нас еще год в запасе, и мы можем потренироваться и на следующем чемпионате мира. Помимо занятий спортом и работы, Гаврил активно поддерживает гемодиализников. Также он автор проекта «Добрые люди Якутска», участником которого может стать любой житель столицы. Без гемодиализа не могла жить полноценной жизнью и Татьяна. Свою почку ей отдал папа. К счастью, операция по пересадке родственной почки прошла успешно. Теперь помогает перенесшим пересадку органа и тем, кому предстоит такая операция. И таких доноров у нас в республике вот на сегодняшний день, посчитали, это 92 человека. Они вот где-то среди нас живут, они абсолютно здоровые люди, работают, занимаются каждый своими делами. Это наши родные, отцы, матери, родственники наши. И мы одну из наших задач ставим именно какое-то пусть не признание, да, такое вот какое-то официальное, а чисто какое-то моральное удовлетворение для тех людей, которые продлили жизнь своим родным. Первые операции по пересадке родственной почки прошли в регионе в 2001 году. С тех пор около 130 человек ведут полноценную жизнь. Еще больше гемодиализных пациентов смогут получить шанс на выздоровление, если пересадка будет проводиться с помощью кадаверных органов. Выйдет новый закон, он уже подготовлен по Российской Федерации, в котором будет некоторые изменения в плане из прошлого согласия, так называемого. Да? То есть мы уже будем спрашивать в течение некоторого времени, 1 час, 2 часа от момента установления смерти мозга, мы уже будем спрашивать у родственников, можно ли изъять орган. Это немножко такие изменения есть. Пока в России в целом делают лишь 10% трансплантаций донорских органов от необходимого количества этих операций. Одна из причин в настороженном отношении общества к этой теме. Юлия Михайлова, Василена Федотова, Павел Пахомов, Якутск. До окончания работы приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета осталась всего неделя. А на магистратуру сегодняшним днем прием заявлений завершился. Для поступающих с завтрашнего дня начинаются вступительные испытания. На данный момент в Центральную приемную комиссию подано 15 тысяч заявлений на все уровни образования. В целом 7 тысяч абитуриентов. 27 июля начнут выходить первые списки поступивших. Их можно будет посмотреть на университетском сайте и на информационном стенде. Также 21 июля завершается прием в аспирантуру и ординатуру. На платный прием у нас до 10 августа осуществляется прием по результатам ЕГЭ, а также до 31 июля от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний. И они будут проводиться с 1 по 9 августа. 29 июля выходит первый приказ. Это у нас получается целевая квота, особая квота и абитуриенты, которые поступают без вступительных испытаний. 3 августа выходит основной приказ. Это на общие конкурсные места, то есть на бюджет. Второй этап, это у нас получается 8 августа. Мы там зачисляем все оставшиеся бюджетные места. И в середине августа выходят приказы о зачислении платников. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на Якутия-24. Долгострой в Мирном. 150 человек так и не дождались новых квартир. Теперь думают, как вернуть вложенные деньги. В поисках шелкопряда в Алдане специалисты Россельхознадзора ведут мониторинг насекомых. Маршрутная чехарда в Якутске. Вновь меняется схема движения автобусного маршрута номер 35. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. В Мирном многоквартирный дом по улице Московской прозвали главным долгостроем города. Дольщики, а их более 150 человек, ждут своих квартир почти 3 года. Многообещающее долевое строительство по результатам отбора вступили работники Алроса. За еще не существующие квартиры перед началом строительства они заплатили около 80% от стоимости жилья. Из-за постоянных переносов срока и пустых обещаний некоторые дольщики в судебном порядке начали расторгать договора с застройщиком. В ситуации разбиралась наш СОПКОР в Мирном Марианна Кутукова.
Ольга Риховская расторгла договор с застройщиком «Строймонтаж-2002» год назад. Столько же длятся судебные тяжбы. Верховный суд встал на сторону Ольги, но застройщик не спешит возвращать деньги. Планы мои, конечно, очень рухнули. Я получила на этом очень сильнейший стресс, и я заболела. Попросила отнестись по-человечески и выполнить справедливое решение суда, потому что мне действительно нужны деньги на лечение. Но нет, они не среагировали, они продолжают со мной тяжбу. Они опять сейчас подали на Верховный суд на рассрочку, уже на рассрочку, что растянуть, ну там на 9 или на 10 месяцев они могут растянуть. Планы на жизнь изменились у всех дольщиков, у каждого печальная история. По сути, они, собрав деньги на строительство вот этого вот дома в 2015 году, около 70-80% суммы, они полгода вообще ничего не делали. Потом начали велотекущее строительство, и по мере нарастания возмущений дольщиков они просто стали потихонечку активизироваться, но все равно дом до сих пор строится в вялотекущем режиме, и строймонтаж на жалобы и просьбы дольщиков не реагирует никак. 2 года застройщик не называл причину задержки. После многократных жалоб ссылался на отсутствие навигации, а затем на проблемы с подключением к общим сетям. Сегодня причина расторжения договоров уже не в сроках, а в качестве строительства. Дом строится с большими нарушениями. Было несколько проверок. В первой проверке было 24 нарушения именно по несущим конструкциям. Но они их, можно сказать, не устранили, а просто закрыли защитными этими. Даже сейчас видно, вот у нас за спиной, что боковая стена именно по колоннам имеет смещение на несколько сантиметров, что, кажется, недопустимо. С ходом строительства на объекте этим летом ознакомился Айсен Николаев. Тогда застройщик пообещал сдать дом в сентябре. Электрика уже выполнена, а вода-канализация выполняется сейчас. Срок исполнения до конца июля. В сентябре мы его сдадим. Слушай, Роман, давай не будем рассказывать. Арсений Сергеевич, в сентябре я сдам, я обещаю. Исполняющий обязанности главы Якутии взял ситуацию под личный контроль. Дольщики с ужасом ждут, что получится в итоге. Безопасно ли там будет жить? Вернут ли уже бывшим дольщикам деньги? На эти вопросы в «Строймонтаж-2002» ответить не смогли. Обещали перезвонить. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. А мы продолжаем следить за судьбой бабушки, которая проживает в аварийном доме в Якутске по улице Богатырева. В ее истории новый поворот. Пенсионерке Любови Алферовой предложили отдых в санатории. Ранее мы рассказывали о том, что она не может достучаться до местных властей, а после выхода в эфир сюжета на нашем телеканале в ситуацию вмешались надзорные органы. Сегодня решение вопроса сдвинулось с мертвой точки. Наш корреспондент вновь встретился с бабушкой, чтобы оценить ситуацию. Медленно, наверное, вопрос переселения Любови Алферовой из полуразвалившейся квартиры начал решаться. Сегодня мы вновь в гостях у пенсионерки. Любовь Артемьевна с нетерпением ждет начала августа. Вы же согласились же сейчас поехать в санаторий? Да. Документы собираете уже? А в какой санаторий? Куда? На Рифердезор, оздоровительный санаторий. Здесь, в Якутске? Да, вот. Временный переезд 6 августа. До этого времени придется выживать в аварийной квартире. Стены и полы уже заросли плесенью. Дом у меня сырость, белье все влажное, крысы рядышком бегают. Жить не могу, я совсем задыхаюсь. Во второй раз к Любови Алферовой приезжает уполномоченный по правам человека в Якутии. Сардана Гурьева еще весной поднимала вопрос переселения пенсионерки. И весь этот период я считаю, что со стороны отдельных должностных лиц были отписки. Да, потому что ситуацию должностные лица об этом знали, об этой квартире знали. Я как уполномоченный сигнализировала об этом, что действительно ситуация очень непростая. Пока Любовь Артемьевна будет проходить лечение в санатории, чиновники обещают квартиру для переселения
переселения найдут. Учитывая ее состояние здоровья, ее потребности, будем искать в каменном доме. Это будет не новое помещение, сразу говорим, да, но тем не менее это будет каменное помещение, более, конечно, хорошие условия для проживания. Ориентировочный срок мы ставим для себя, это сентябрь, где-то середина сентября мы ставим такой срок. Руководство Департамента жилищных отношений города Якутска комментировать ситуацию с маневренным фондом отказалось. На вопросы съемочной группы пришлось отвечать рядовому сотруднику. В настоящее время в муниципальном жилищном специализированном фонде отсутствуют жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям. Когда это появится? Это же может не появиться до следующего года? Этого, к сожалению, сказать никто не может. Как появится, предложим. То есть конкретные сроки вы не называете? Нет. Найдут ли жилье к сентябрю? Сколько Любовь Алферова будет жить в санатории? Вопросы, которые пока без ответа. Журналисты Якутия-24 продолжат следить за судьбой пенсионерки. Дмитрий Тымыров, Евгений Рязанский, Якутск. А вы живете одна? Июль-август – сезон шелкопряда. Вредители, которые наносят урон лесам и сельхозугодьям. В Алданском районе в это время специалисты Россельхознадзора расставляют специальные ловушки для выявления и мониторинга присутствия на территории республики шелкопряда. Тему продолжит Руслан Павлов. Специалист Россельхознадзора Республики Снежана Трифонова развешивает специальные ловушки. Эти домики предназначены для выявления и мониторинга присутствия на территории Южной Якутии непарного шелкопряда, который является лесным вредителем и был завезен в республику еще в 2007 году. Ловушки развешиваются в июле-августе, в сезон лета непарного шелкопряда. И затем собираются через 30-40 дней. Ежегодно на территории Южной Якутии расставляют всего 60 таких ловушек. В основном вблизи строительных площадок газопровода «Сила Сибири», так как личинки непарного шелкопряда легко попадают на территорию республики с грузами для строительства объекта. На Дальнем Востоке преобладает азиатский вид непарного шелкопряда. Гусеница питается как лиственными, так и хвойными породами деревьев и может нанести серьезный урон сельскому хозяйству и экологии. При массовом скоплении непарного шелкопряда могут оголиться все древесные насаждения, такие как лиственные, хвойные и несколько видов кустарников. То есть он съедает листву, хвою полностью все, да? Да, съедает полностью все древесные растения. Таким образом оголяется земля и происходит заболачивание земель. Сама по себе ловушка – это нехитрое приспособление с клеевой основой и капсулой феромона, на которой, собственно, и летит непарный шелкопряд. Конечно же, в ловушку попадают и другие насекомые. Полностью клеевая бумага будет у нас в конце обследования полностью покрыта мелкими насекомыми. А также, если попадется непарный шелкопряд, мы его определим. По данным мониторинга Россельхознадзора Республики, за последние несколько лет непарный шелкопряд на территории Южной Якутии не выявлен. Руслан Павлов, Алдан. Маршрутная чехарда в Якутске. С понедельника, 23 июля, автобусный маршрут номер 35 возобновит прежнюю схему движения. Напомним, что несколько недель назад транспортные службы столицы приняли решение об изменении маршрута. Якобы по многочисленным просьбам горожан. На деле оказалось иначе. Что случилось, узнавал Александр Зубехин. 2 недели назад городские чиновники изменили маршрут 35-го автобуса. Добавили 3 участка дороги – Ржакова, Кирова, Ярославского. Появилось 2 остановки – площадь Марата и художественный музей. По результатам пассажиропотока было выявлено всего лишь 4-5 пассажиров в день на данном участке. Тогда как с улицы Кулаковского, Универсам-2, у нас порядка 15-20 человек в день было. Ну и также были обращения жителей и граждан, которые проживают возле Универсама-2, о неудобной схеме движения маршрута, вот то, что пилотно ввели. Ну и по итогам всего этого было принято решение о возврате данного маршрута на старую схему движения. 35-й возвращается к прежнему маршруту. Автобус вновь напрямую соединит улицы Чернышевского и Кулаковского. Остановку Универсам номер 2 вернут в схему движения. Главным преимуществом является то, что там расположен социальный объект, это Феофановская поликлиника. Универсам-2. Ну и
как сказать, жители были привыкшие, пассажиры, что он так осуществлял движение по данному участку дорожной сети. И пассажиропоток там намного больше, чем на предыдущей схеме. Жители рады, что власти Якутска передумали и вернули маршрут к прежней схеме. Долго сидел, ждал, не знал, что он тут уже не ездит. Так что был бы рад, если он с понедельника начал по прежнему маршруту ездить. Я тут живу, если 35-й автобус тут в универсаме 2 будет остановиться, мне будет очень удобно. Я сейчас узнал новость, что будет 35-й маршрут ходить здесь сегодня. Я тут недалеко работаю. Если это будет на самом деле так, то это будет вообще классно, круто. Я буду быстро добираться на работу. Будет вообще замечательно. Чиновники продолжат внедрять экспериментальные схемы автобусных маршрутов и производить детальный анализ пассажиропотока на основе данных электронной системы оплаты проезда. Все это позволит выстроить эффективные схемы движения общественного транспорта. Александр Зубихин, Дилус Иннокентьев, Якутск. 40 волонтеров из Якутска работали на чемпионате мира по футболу в России. Соревнования стали одними из самых масштабных по количеству волонтеров. Наши якутские ребята также прошли отбор и стали свидетелями незабываемого события в Санкт-Петербурге. Разные и яркие волонтерские истории чемпионата объединяет одно. Каждый из них справился с поставленной задачей. Продолжит Кристина Якупова. Чтобы стать волонтером чемпионата мира по футболу, Айтал начал подавать заявки за 2 года до Мундиаля. В Рязани парня взяли в резерв. Шансов попасть на турнир практически не было. Отправил документы в Санкт-Петербург. Спустя 2 недели получил заветное письмо. Мы проходили собеседование на русском, на английском языках. Особое внимание уделялось уровню английского языка, уровню знания другими иностранными языками. Я помимо английского еще владею корейским и турецким языками, и это, я считаю, большой плюс. Хотелось бы еще участвовать в таких мероприятиях, но если будет шанс, то я его точно не упущу. Отзывчивые, приветливые, ответственные и незаменимые волонтеры чемпионата мира. Они не главные гости праздника, но без них он бы не состоялся. Сами люди, сама эмоция, сама атмосфера – это нечто. Сопровождал людей, встречал гостей, помогал им. Волонтер, гид, переводчик и помощник в одном лице. Функции безграничны. Комфортное передвижение по городу, первая медицинская помощь, оформление документов. И я отправила его на поезде. Самый дешевый поезде. Надеюсь, доехал. Для того, чтобы болельщики смогли отличить ребят-волонтеров, им выдавалась яркая синяя форма. Это кепка, кофта, штаны, дождевик и рюкзак. Форма волонтера остается у ребят на долгую память, как и теплые воспоминания о чемпионате мира по футболу в России. Для каждого из них это новое открытие. Каждый для себя открыл как культурную составляющую Санкт-Петербурга, как возможность пообщаться, как потренировать свой язык, возможность в перспективе трудоустроиться, возможность получить новые знания, получить новые компетенции. Прощание с Мундиалем – грустный момент для всех. За месяц ребята стали командой и нашли друзей. Теперь им стоит задуматься, куда отправиться в качестве волонтеров в следующий раз. Кто волонтер? Я волонтер! Кристина Якупова, Артем Алексеев, Якутск. Принять ребенка таким, каким он есть. Проект семейной интегрированной школы «Ласточка» стартовал в 2012 году. С тех пор действует как социальная франшиза. Во многих уголках республики школу проходят родители и дети с различными диагнозами. На неделе интегрированную школу прошли семьи с детьми с аутистическим расстройством. Подробности в материале Нергуяны Егоровой. Он сказал: у меня есть друг. У меня есть друг. Семейная интегрированная школа «Ласточка» – проект благотворительного фонда «Харасхал». Все началось в 2012 году. За 6 лет школа превратилась в социальную франшизу и проходит во многих уголках Якутии в формате летнего лагеря. В большей степени задача «Ласточки» – это, как сказать, принять ребенка таким, какой он есть, и также увидеть от недостатка, сделать преимущество, увидеть именно
увидеть другими глазами своих детей и на свою проблему. Дети с инвалидностью и особенностями развития проходят социально-психологическую реабилитацию вместе с родителями. Сегодня они собственными силами поставили спектакль о доброте и дружбе. То, что их ребенок, возможно, даже намного лучше, чем все остальные дети, что у него есть какой-то уникальный талант, он пришел в их семью учить чему-то. Вот открытие такого понимания, оно, конечно, очень ценно. Если каждый родитель будет гордиться своим ребенком, и он будет развивать этого ребенка, и у него есть для этого огромные силы и возможности. Проект получает отклик. Школа помогает родителям по-другому увидеть себя и своего ребенка. Это просто какая-то фантастика. Нам очень понравилось. Особенно вот занятия со специалистами. Просто открываются какие-то новые грани, которых даже я сама не знала о своем ребенке. Очень много возможностей, идей для меня, как нам организовать семейный досуг. Заехали сюда в понедельник. Ну, настроение у нас было, конечно, такое пассивное. Но по мере ласточки, по мере выездов мы ездили в зоопарк, мы ездили в батутный центр. Нам такие хорошие предоставили возможность такую, чтобы мы везде все посетили. Движению помогает некоммерческая организация «Особенный ребенок». В этом году ей исполняется 5 лет. Родители объединились и всеми возможными способами поддерживают друг друга, работают ради детей. Этот сезон у нас отличается тем, что мы обходили всю республику. У нас приехали с Улусов, это с Чурапчи, Самги, с Вилюйска. И еще примечательно тем, что мы пригласили другую некоммерческую организацию «Солнышки Якутии». Это родители детей с синдромом Дауна. Поэтому у нас немножко такой вот уже опыт расширяется. Главная цель «Ласточки», чтобы родитель поверил в себя и своего ребенка, получил удовольствие от каждой минуты общения с особенными детьми. Миргана Егорова, Илья Сыромятников, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.